Здравствуйте, меня зовут Анна Попова, я являюсь руководителем компании Sunreal «Недвижимость в Болгарии». И в этом видеоролике я расскажу вам подробно о том, как проходит нотариальное оформление недвижимости в собственность, какие нужны документы для этого и какие налоги берутся с покупателей при оформлении. Согласно статье закона 18 о договорах, передача недвижимости в собственность осуществляется через нотариальный акт. Стороны, которые участвуют в нотариальном оформлении, это покупатель и продавец. Сделка оформляется перед нотариусом, в регионе которого находится объект недвижимого имущества. Подготовка документов к нотариальному оформлению начинается, когда нотариусу подаются заявления от обеих сторон, от продавца и от покупателя. Данные заявления изготавливают наши юристы, а затем обе стороны на них расписываются, и нотариус их принимает. Для того, чтобы сделка состоялась, нотариусу предварительно нужно показать пакет документов, чтобы он убедился в том, что сделка проходит законно. Какие документы наши юристы предоставляют нотариусу, чтобы сделка состоялась? Прежде всего, это проект будущего нотариального акта. Его изготавливает наш юрист, и нотариус его одобряет. Далее это доверенности, если одна из сторон будет представлена на оформлении каким-то доверенным лицом, третьей стороной какой-то. Далее нотариусу необходимо показать документы, подтверждающие право собственности продавца на объект недвижимости, то есть это предыдущий нотариальный акт. Следующий документ – это удостоверение об отсутствии тяжестей на объекте. Опять же, наши юристы заботятся о том, чтобы такой документ своевременно был получен. Еще один документ, нужный нотариусу, это удостоверение о налоговой оценке объекта, которое выдается общиной или муниципалитетом, как перевести это на русский. Нужно также показать нотариусу декларацию от продавца о том, что он не является должником по уплате налогов, каких-то пошлин или страховых взносов. Еще один документ, нужный перед оформлением, это скица или план объекта. Скица – это документ, который выдается для земельных участков или домов с землей, а план – это план апартаментов или квартир, которые вы приобретаете. Следующий документ – это декларации от обеих сторон о гражданском состоянии. И последний документ – это выписка из банка об уплаченном местном налоге. Местный налог на покупку недвижимости оплачивается перед оформлением сделки наличными в кассу местной администрации или по соответствующим счетам администрации. Размер налога определяется в зависимости от того, какая сумма выше – либо налоговая оценка, либо рыночная продажная цена квартиры, которая будет прописана в нотариальном акте. Размер местного налога различен в каждой общине, в каждом муниципалитете, но составляет обычно от 2 до 3%. Например, в Балчике и в Варне этот налог составляет 2,6% от или налоговой цены объекта, или продажной цены объекта, которая будет фигурировать в нотариальном акте. Для Бялы, Несебра и Созополя размер местного налога составляет 3%. И для общины Бургас эта ставка составит 2,5%. Помимо местного налога покупатель должен будет оплатить и нотариальные таксы. Нотариальные таксы считаются, опять же, от более высокой суммы. Если более высокая продажная цена объекта, которая будет фигурировать в нотариальном акте, значит от нее. Если продажная цена ниже налоговой оценки, значит будет считаться от налоговой оценки. Размер такс определяется согласно тарифам из закона о нотариусах и зависит от вида объекта, от его цены и определяются по той схеме, которую вы сейчас видите в видеоматериале. Таксы оплачиваются наличными в офисе нотариуса в день оформления. И далее, что происходит у нас в ходе самого оформления? Нотариус еще раз проверяет ряд моментов. Проверяет, находится ли объект недвижимости в зоне его действия, проверяет, нет ли запретов на имущество, проверяют, совпадают ли явившиеся на оформление лица тем, кто отражен в договоре, в нотариальном акте, как стороны, продавец и покупатель, проверяет, нет ли препятствий для проведения сделки, и устанавливает, является ли продавец настоящим владельцем, собственником имущества, которое продается. Нотариус зачитывает проект нотариального акта участникам сделки. Выслушав и ознакомившись с текстом, они заявляют, что соглашаются с текстом и со смыслом нотариального акта, и, если все в порядке, ставят на документ подписи, так же, как и нотариус подписывается на нотариальном акте. В день оформления сделки нотариус должен предъявить данный нотариальный акт в агентство по вписываниям, после чего на нотариальном акте ставится печать агентства по вписываниям и появляется подпись районного
судьи. После осуществления регистрации нотариус на следующий день после оформления дает обеим сторонам оригиналы нотариального акта. И уже здесь задача покупателя в двухмесячный срок после проведения сделки зарегистрировать данную недвижимость в налоговой службе, чтобы затем ежегодно ему начислялся налог на недвижимость. Обращу ваше внимание на вот какой момент. Если вы не имеете возможность лично присутствовать на нотариальном оформлении купленной вами квартиры в Болгарии, то это не проблема, потому что вы можете сделать доверенность на наших юристов, и в назначенный день они будут представлять ваши интересы на оформление, подпишутся на нотариальном акте как ваше доверенное лицо, и затем, когда нотариальный акт будет у нас на руках, мы отправим оригинал данного документа вам, чтобы вы имели его на руках. Поэтому пусть вас это не останавливает, обращайтесь к нашим юристам за помощью. И если какие-то вопросы у вас возникают, я, как всегда, готова ответить. Спрашивайте меня, звоните мне, пишите мне, я буду рада ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания.